Ladies and gentlemen, this is co-main event of the evening. Is in a bantamweight division. Introducing, fighting out of the blue corner. His professional record: 4 wins, 2 losses. Stands 176 centimeters tall. His weight 61 kilograms. Fighting out of Атырау, Қазақстан, ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Нұрбек Отар! Және оны қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. His professional record: 6 wins, 1 loss. Stands 176 centimeters tall. His weight 61 kilograms. Fighting out of Bishkek, Kyrgyzstan. Әділет Маматов! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Жақындаймыз. Мені мұқият тыңдаймыз. Топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз, қол алсамыз, ұрыштарымызға сәттілік. Пока мейн-эвент абсолютно оправдывает наши ожидания, начиная с Абулхасама и Мухамедьярова, прекрасные 3 раунда, затем камбэк от Маркса в бою с Рузиевым, что покажут Маматов и Отар. Ко-мейн-эвент, Найза 60, Алмата-арена, Михаил Краймер. И Дидар Кадыров, конечно же. Поехали. Должно все в стойке развиваться, пока на старте. Мне тоже так кажется. Сейчас будет прям какой-то жесткий обмен. Напряжение очень высокое. Вот я отсюда его чувствую. Ну, даже по движению можно понять хороший уровень техники, что у того, что у другого. Отар пытается работать на руках. Первая попытка уже от атлета пробить лоу. Ну да, и атлетичность ребят вот сейчас, когда они уже ближе ко мне находятся, и видишь их друг напротив друга, напоминает Эдсона Барбозу, парня, которого называли руки-канаты. Вот у них тоже такие прям супер напряженные мышцы, которые готовы взорваться. Нет-нет, и вот уже обменялись парочкой ударов. И вот на стойку Мамытова смотрю, мне скорее Чарльз Оливейра приходит на ум. Ну, стойка, да, согласен. Ручки. Да, стойка действительно похожа такая. Пижонская. Вот первая попытка прохода. Жестко была она встречена Отаром. Хорошо отзащищался представитель команды Ерканкош. Выступает он все так же в Атрау, да, приезжает теперь в Актубе, проходил сборы непосредственно перед этим турниром. Ну, это в 29 лет. Ну, это довольно частая практика. Например, чемпион лиги Найза в наилегчайшем весе Диас Ерингаипов также постоянно делает. Он всегда проходит сборы в Еркинкуше. И не только он, например, Ильдар Кудайбергенов, экс-чемпион в легком весе, делал то же самое. Отар неплохо контратакует. Мамытов пытается рвать дистанцию, но всегда получает какой-то ответ. Отар действует вторым номером. Да, наверное, хороший, кстати, лоу-кик. Причем это такой калф-кик больше в мышцу. Ой, хороший джеб. Папа выпала еще. Да, жесткий джеб. Это был джеб настолько. Так срубил он просто соперника. В джебе главное тайминг. И вот сейчас этот тайминг поймал как раз Отар и, собственно, реализовал его хорошо. Но сразу же, да, прошел в ноги Мамытов. Спасается он там. На встречном курсе, да, получается, попал Отар настолько мощно. При этом 2,5 минуты до конца, времени достаточно. Расставляет пошире ноги, пытается Отар не дать забороть себя, перевести себя. Но при этом дает Мамытову как раз возможность перевести дух, восстановиться. Но вот они, локти своевременные, да, нужные. Вот сейчас их и нужно набрасывать. Отар пытается зацепиться. И вот перевод. Успешный перевод, оттягивает голову своего соперника Отар, не забывает про локти, и локти видно, что прям ощущает хорошо Мамытов. Локти-то тяжелые. То есть пробивают броню. Определенно Отар набрасывает. Да, пытается улучшить позицию Мамытов, а Отар решил просто поработать над уроном своему сопернику, потому что этот урон имеет накопительный эффект. Но пока только перевод, и все, застрял такое ощущение, как будто бы какой-то кризис идей наблюдается. Ну, что важно, он смог восстановиться хотя бы после пропущенного, потому что, ничего лучше он сделать и не мог. Он сейчас отдышался, в принципе, там, минимизировал
удары, которые мог бы пропустить. Да, он пропускает локти, но при этом локти без вложения массы. Отсюда сложно как-то, много урона нанести. Но не может никак заправить. Ноги никак не удается. Дальше пролезть. Уже Отар имеет шанс для того, чтобы как-то встать хотя бы. Да, это, знаешь, та позиция, в которой, скорее всего, должен как раз реализовывать свой успех Мамытов, но Отар наносит больше ударов. То есть, наверное, на записках судей сейчас Отар ведет по ударам точно. Куда больше точных попаданий. Да, есть контроль от Мамытова, но он этим и ограничивается. Никак развить успех не получается. Сейчас попробует, наверное, как-то улучшить свою позицию. Ну и пока, да, у нас немножко есть такой застой в бою, но при этом нет никаких резонов поднимать рефери в стойку. Это противостояние, так как идет все-таки борьба за позицию. Но Мамытов четко осознал, что в стойке ему сложновато. Отар дистанцию контролирует, перевод осуществил, долго-долго полз вверх. И... Ну да, но после такого удара, я думаю, что действительно отбивает все желание рубиться в стойке. Тот самый джеб от Отара. И дальше. Да, продолжает как трактор. Прижимает своего соперника Мамытов. Знаешь. Но, да, хороший баланс у Отара. Да, рубиться, я думаю, ему совсем не хочется. Хотя... Вот опять джеб. Нет, двоечка-то пошла, и локоть. Локоть хороший. Хотел так разорвать дистанцию, вот он проход. Ой! Мощный прямой. Слушай, Отар знает, что собирается делать Мамытов. Он видит, что его единственное спасение это переход в борьбу, и, конечно же, встречает его жестко. Ой, хорошая серия от Отара. И держит на дистанции, удобный для себя, но при этом для Мамытова она точно таковой не является. Боковой заходит также в челюсть. У Отара быстрые руки. Я думаю, что он готовит тоже что-нибудь еще, и может быть, с ног. Постоянно защищается. Хороший баланс. Если Мамытов будет настолько прямолинейен, то у него ничего не получится. Все в порядке с координацией. У Отара. Аккуратно, да, контрит. Заходит, уклонился. Слушай, джебы хорошие, видно сразу, база боксерская. Та самая база. Опять капает капа. Мне показалось, что Багдад Джубаныш кричал джеб-джеб. Ну, это вполне оправданно. Вот. Передний, дальше. Опять пробивает блок. Ой, хороший. В одну ногу. Проход в одну ногу, по-моему, капу выплюнул Мамытов. Я вижу, лежит чья-то капа на настиле клетки. Я думаю, это, знаешь, обычно капу начинают выплевывать, когда уже тяжело дышится. Но на морально-волевых Мамытов забирает спину, контролирует одну ногу. Еще такое ощущение, как будто выплюнул капу после того, как понял, что перевод удастся, что есть. Ну, как-то во время, да. Да. Технично. Заходит за спину. Четко понимает, после первого раунда оставаться снизу нельзя. Отар и оттуда будет набрасывать локти, будет пробивать. Но есть ощущение, что он все равно забывает о чем-то, кроме контроля. Контроль-то хороший, но при этом вот сейчас Отар ему там накинул пару раз уже. Вот улучшает позицию Мамытов, забрал спину, и отсюда, может быть, начнет реализовывать свой успех какой-то. Потому что, судя по тому, что Отар это базовый боксер, не факт, что у него все хорошо с борьбой. Ну, придется выходить там на удушающий. Это, наверное, чуть ли не единственная опция для Мамытова. Да и удары его не выглядят какими-то опасными для Отара. Все это в углу происходит как раз-таки бойца из Атрал. Да, здесь как раз ему может помочь Багдад Джубаныш своими советами, потому что парень в партере очень хорошо себя чувствует. Но пока что, вот как было довольно безальтернативно для Мамытова в стойке, так пока что не очень понятно, что Отар может делать, потому что раньше он накидывал удары, а именно со спины ему прям тяжело. И сейчас он, по-моему, вот здесь-то на удушение, да? Ну, через подбородок. Здесь, наверное, сложно будет задушить. Да. Это было больше ущемление подбородка. Вот, но в любом случае этот момент боя точно забирает Мамытов. Если в первом раунде он контролировал, но при этом получал сам урон, то во втором раунде он и накидывать не забывает, и контроль у него очень хороший, спина
за ним. Ну, то есть 10-9 мы получили, скорее всего, в первом раунде в пользу Лотара. Во втором Маматов определенно ведет, 1,5 минуты еще до конца. А он может работать из этой позиции дальше и дальше. Ну, вопрос, как оценили нокдаун, могли чисто теоретически, наверное, его и оценить как и 10-8. Мог кто-то, ну, не факт, да, скорее всего, 10-9. Но вообще, по сути, по правилам можно было бы дать 10-8 за нокдаун. То есть, правилам это не противоречит, но, скорее всего, да, действительно, первый раунд 10. И опять давление И опять на подбородок. это подбородок. Да, Это именно больно. Это очень больно. Отару тяжело, и Отар захочет постучать. Все, Мамытов одерживает 7-ю победу в своей карьере. All seconds of round number 2. Winner by submission by the